так вот я теперь и живу. Имею небольшое хозяйство. А 2 года назад у меня была проблема, я злоупотреблял алкоголем. Обратился по объявлению в Спасский храм. После разговора с отцом Романом мне посоветовали пройти реабилитацию в реп-центре Спасского храма, где при помощи православной веры люди избавляются от своих страстей и проблем. Причащается раб Божий Олег, честно стал тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, царь Нерехоса и жизнь вечная. Аминь. Причащается раба Божья Ксения, честно стал тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оставлении грехов своей жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божья Стефанида, честно стал тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего и Иисуса Христа, в оставлении грехов своей жизнь вечную. Аминь. Я здесь научилась печь хлеб. Девчонки научили. Умение печь хлеб у девушки передается по наследству. Воспитанница, которая заканчивает реабилитацию, обучает прибывших девушек. Хлеб очень получается, кстати, вкусный. И для ребят, и для девчонок, для самих. Это вот наши, так сказать, плоды нашего труда. Все это будет со временем консервироваться. Впереди 2 поста больших. И теперь я вас хочу пригласить в женскую келью, где у нас проживают девушки. Вот тут проживает девушка. Спальная комната девичья. Вот это, кстати, рисовали парни на день рождения Ольги Владимировны, вот старшей. Вот это нам подарили в девичьем центре в женском Санкт-Петербургской епархии. Такие у нас тут есть сюрпризы. Девушки у нас тоже рукодельницы, сами своими руками вышивают разные картинки интересные. Вот Храм. это покажу, вот храм. Но это так, есть посерьезнее работы. Когда я подсела на иглу, вот я потеряла мужа, он у меня в тюрьме сидит, ребенка, меня лишили родительских прав. Я уже вообще не видела смысла жизни. Меня вообще ничего не радовало. И вместо того, чтобы слезть с иглы, я все дальше и дальше падала в яму. Вот. И уже доходила до такой степени, что хотела жизнь самоубийством закончить. Зачастую реабилитационный центр воспринимается как некая, если он связан с религией, то как некая секта. Ежели это медицинский реабилитационный центр, то обязательно должны быть море психологов, врачей, таблетки и так далее. Наш подход к проблеме заключается в том, что мы считаем, что в основе наркомании и алкоголизма лежит греховная страсть и следствие греховного образа жизни. В результате этого и борьба, значит, должна, корень зла в духовной сфере человека находится. Соответственно, все силы должны быть кинуты на это. То есть, конечно, не опуская моментов и душевных, психологических, психики, соматических каких-то вещей и так далее. Здесь, действительно, есть такие люди, которые хотят помочь и могут помочь. И сейчас вообще не хочу отсюда уезжать. Вот у меня срок к концу подошел, я не хочу отсюда уезжать. Вообще, я считаю, что мне очень помог этот центр. Я попробовала уже все таблетки, перепробовала, все перепила, что горит, что не горит, короче. Вообще все, что можно, что нельзя, попробовала. И решила, все уже было неинтересно, хотела что-то новенького. Это всего, скорее всего, какая-то пустота в душе была, что ли, от этого, может быть, хотелось попробовать. У меня муж употреблял наркотики. Я всегда была против вообще. Постоянно с ним ругалась и все. И тут вот решила ему назло показать то, что я тоже могу сорваться, и то, что не только у него одни проблемы. И тут раз, и 2, и 3 тут его посадили. В советское время у нас был такой лозунг «Все лучшее детям», а это лучшее детям оборачивается чаще всего поиском удовольствия все больше и больше. Ведь традиции все поменялись у нас. Раньше первый кусок доставался
главе семьи, мужу, отцу. И дети видели это и привыкали уважать родителей и как бы чувствовали свое вот положение по иерархии. А если мама с детства привыкает все первый кусочек сыну, первый кусочек там дочке и все лучше сыну и дочке, то авторитет родителей очень быстро падает в глазах их. Дети чувствуют себя главными в этой жизни и развивается эгоизм, а потом уже и наркомания. И вот когда родителей в этом убеждаешь, очень болезненный это процесс, конечно, очень болезненный. Получается, что вот родители жили всю жизнь, и цели-то были не те. И надо осознать, что жизнь-то прошла не впустую, может быть, а не туда шли по жизни. Составляется расписание, кто в какой день что подготавливает. Сегодня вот у нас по расписанию история Отечества. Как бы мы заметили, что это важно знать, так как многие даже не знают историю своей страны. Давайте пройдем. Тут, к сожалению, не все, некоторые ребята засмущались. Вот. Ну давай, Юра, у нас какая сегодня тема? История России, тема нашествия, это татаро-монгольская ига. Батый. Сегодняшняя тема – это монголы в конце 12-го, начале 13 века. У нас обязанности как бы распределены, у каждого, как говорится, свои обязанности. Ну вот ножовка. Давайте попилим. Крестился я сам в 2007 году, но вот церковиться я не смог. Одно время ходил в храм, но так как, как бы не было поддержки единомышленников, я отдалился и начал опять углубляться в страсть пьянства. Попав сюда, я намного глубже познал истинность православной веры. Сейчас понял, что вообще человеку, имеющему такие страсти, не стоит вообще отдаляться от церкви. С помощью Божией, со своим стремлением жить правильно, все проблемы нипочем. Исцели их от тяжких недугов их, освободи от темного духа нетрезвенности, упрямства и нераскаянности, утверди их слабых, даруй им немощным крепость и силу благую, пошли им здравие душевное и телесное, направи их на путь трудолюбия и жизни в Тебе, Боже. Услыши, милостивый Господи, вопли родителей их и сродников, прими молитвы нас, плачущих, отят, чадих и близких наших. Твое бы есть ежемиловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Я был наркоманом, употреблял наркотики 13 лет, вперемешку с алкоголем. В общем, страсть была очень сильная у меня. Потерял все, квартиру, родственников. В итоге через интернет попал в Спасский храм и попал вот в этот центр. То есть в этом центре изначально борьба со страстью наркомании основывается на 2000-летнем опыте христианской борьбы со страстями. Да? Над человеком грех становится невластен просто. Он может в любой момент сказать «нет». Я не знаю, как отблагодарить людей, которые занимаются здесь реабилитацией. Да? И поэтому я решил остаться помогать. Просто помочь им. В общем, остался здесь работать. В общем, я счастлив. Люди разные приходят. Вы видели, здесь и молодые, и пожилые. Вот мама сейчас вот пришла, мама плачет. В одном центре побыли, в другом центре побыли. Искали, где подешевле, где что. Деньги закончились, и где-то что-то надо. Вот пришли, как последняя надежда чаще всего приходит. Потому что вначале стараются куда-то, где громкое название, где громкая реклама, туда прийти. А кончаются деньги, приходят сюда. Воспитанники, живущие в нашем реабилитационном центре, своими силами на территории центра поднимают храм. Многие из нас хотели бы, может быть, даже за 1000 лет забить хотя бы один гвоздик, но не у всех предоставляется такая возможность.
А именно вот у этих людей, которые прошли через все трудности, мягко говоря, через весь ад в жизни, им Господь оказывает такую милость. Это тот момент, что они думают сейчас не только о себе, потому что в этом храме Бог даст через много десятков лет, когда уже и нас, может быть, в живых не будут, люди будут причащаться святых христовых тайн, молиться, исповедоваться, каяться в грехах. А начали это дело наши воспитанники, наши выпускники, на которых общество зачастую ставит уже крест. Но это далеко не так, и мы надеемся, что с Божьей помощью все-таки любой человек, оступившийся, может выкарабкаться и стать достойным и членом общества, и христианином. Когда сюда приехала, я сразу почувствовала, то, что я прям, не знаю, такое спокойствие, вообще так мне хорошо стало, спокойно, то, что я как защищена, что ли, от всего, от этого, как сказать-то помягче, от всего этого дерьма, в котором я была раньше, как будто от всего этого, не знаю, в общем-то. Мы детьми себя в какой-то степени почувствовали, да. Я вот вышла, 4 месяца побыла, как в миру, да, тяжело вообще. Встречала вот бывших, так называемых, своих друзей, наркоманов. Они все там, все с пониманием отнеслись, то, что рады, то, что я вылезла. Но сами они продолжают употреблять наркотики. Потому что наркоман сам по себе, он никому не верит. И даже не знаю, как ему сказать, что нужно поверить. Пока он все это не прочувствует, не поймет, где он находится, Падение. Он не придет сюда. Пока сам не захочет насильно, мне кажется, привести сюда никого нельзя. Человек, приходящий сюда из иной жизни, вернее, из другой жизни, из ненормальной, с каких-нибудь притонов, он здесь соприкасается просто с жизнью по максимуму чистой. То есть наше все стремление – это создать ту атмосферу, где люди живут чисто и живут именно в мире с Богом и в стремлении жить по евангельской правде. Выход на самом деле есть. То, что самоубийство или там дальше входить в эту яму бесполезно. Что чем больше ты начинаешь употреблять, тем ты ниже падаешь, и тем больше от тебя все отворачиваются. Ты теряешь и друзей, и родителей, и всех, и детей. Я бы не хотела врагу даже пожелать такого. Выход есть, просто надо понять то, что ты находишься в какой, так сказать, в какой яме ты находишься, вот. Считали то, что мы свободные, что хотим с собой делаем, а на самом деле мы зависимые были от всего. А свобода, оказывается, вот здесь, от всего мы здесь свободные.